Здравствуйте. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии. Айсен Николаев расскажет о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день. Ситуация достаточно напряженная у нас. К сожалению, за последние дни мы видим определенный рост заболеваемости. Сегодня 62 новых случая коронавирусной инфекции по республике зафиксировано. Из них 39 по городу Якутску, 10 в Хангаласском районе, ну и по ряду районов, таких как Нерюнгринский, Мирнинский, Алданский, там единичные случаи. Так, по Хангаласскому району хочу остановиться отдельно, потому что, к сожалению, в эти дни этих случаев уже много, и это связано с заболеванием в Махсугуловском психоневрологическом диспансере. К огромному сожалению, за последние несколько дней у нас в 3 социальных учреждениях, 2 из них в городе Якутске и 1 в Хангаласском районе, зафиксировано практически 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией постояльцев этих социальных учреждений, домов престарелых, психоневрологического диспансера. Это говорит о том, что, к сожалению, Министерством труда не были извлечены уроки из той ситуации, которая недавно у нас случилась в Томодском психоневрологическом диспансере, где у нас свыше 50 человек было заражено новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, имели случаи и летального исхода. Но, судя по всему, еще раз говорю, соответствующие выводы не были сделаны. И такое массовое заражение в 3 подряд учреждениях говорит о том, что соответствующие меры не приняты руководством Министерства труда, и мною дано поручение администрации главы и правительства республики совместно с правительством рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководства Минтруда за случаи заражения людей в социальных учреждениях республики. Мы никоим образом не должны расслабляться, несмотря на определенный такой спад по городу Якутску, в целом стабилизацию ситуации в Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском районах и по ряду сельских территорий. Коронавирус далеко не побежден. Сейчас надо понимать, что уже начинается период, когда люди возвращаются из отпусков, возвращаются дети в школы с 1 сентября. И, конечно, в этом случае мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить распространения болезни в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учебных заведениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях. Соответствующий указ мною будет подписан по принятию всех мер для обеспечения безопасности наших детей при учебном процессе, который 1 сентября у нас по всей стране начинается. Достаточно много вопросов ко мне поступает по вакцинации от гриппа. Мы планируем, что до 1 октября этого года мы вакцинацию по гриппу среди школьников полностью должны завершить, должны провести. Ну и, конечно же, мы очень ждем, что в скором времени вакцина от коронавирусной инфекции уже начнет поступать в регионы. В первую очередь это будут обеспечиваться медицинские работники, работники образования, ну и вообще массовая вакцинация, как докладывает министр здравоохранения Российской Федерации, она уже после 1 января начнется по всей стране. И поэтому сейчас наша главная задача максимально уберечь население от распространения коронавирусной инфекции. Завтра будет приниматься решение по продлению ограничений, так как эпидситуация у нас не улучшается. В целом те ограничительные меры, а их у нас осталось не так много, они будут пролонгированы, но вместе с тем некоторые послабления все-таки с учетом ситуации, с учетом того, что по городу Якутску ситуация, еще раз хочу сказать, что достаточно стабильная последний месяц, тоже будут приниматься. Об этом уже сообщим завтра по подписании моего указа. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в республике. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех, в том числе для медиков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Первые партии препарата будут выпущены в течение 2 недель. Также Мурашко подчеркнул тот факт, что производство будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Сейчас ведется разработка специального приложения для тех, кто сделал прививку от коронавируса.
Привитые от COVID-19 смогут фиксировать в нем свое самочувствие. Напомню, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник Ви». Якутские разработчики приступили к испытанию нового дезинфицирующего робота. Он оснащен кварцевой лампой. Машина позволяет дезинфицировать большую площадь и труднодоступные места. Все подробности в материале Саргалана Неустроевой. О необходимости создания кварцевого робота резидент IT-парка Николай Потапов задумался только в этом году по понятным причинам. В основу ведроида легли предыдущие разработки – робот-уборщик и работа по созданию механизма передвижения объекта. Данный робот направлен на то, чтобы с помощью кварцевой лампы проводить обеззараживание воздуха и обеззараживание поверхности на территории первой поликлиники, а именно на первом этаже район гардероб. Собранные данные позволяют нам уверенно предполагать о том, что происходит хорошая, высокая степень обеззараживания. Образуется газ озон, после которого необходимо провести проветривание. Ультрафиолетовые лучи уничтожают вирусы, бактерии. По словам разработчиков проекта, тестируемая модель более агрессивная и небезопасна для сетчатки глаз и кожи. Однако такие роботы позволяют проводить эффективную санобработку не только в больницах, но и в красных зонах, местах, непосредственно задействованных с больными коронавирусной инфекцией. Мы хотим поставить рециркуляторы, которые более безопасны, чем кварцевые лампы. Кварцевые лампы, они опасны ультрафиолетовым излучением, то есть это поражение кожи, глаз, также вырабатывается озон. Необходимо проветривать помещение, а с рециркуляторами все это будет исправлено. Необходимость таких разработок очевидна. Со снятием ограничений общество постепенно начинает возвращаться к привычному образу жизни. Но тем не менее опасность заражения коронавирусной инфекцией все еще не миновала. В нынешние условия это требует такое технологическое решение, потому что сейчас идет, как вы все знаете, пандемия новой коронавирусной инфекции, с которой мы боремся. Мы надеемся, что разработка успешно пройдет тестовое испытание и будет работать не только в помещении первой поликлиники, но и во всех медицинских учреждениях республики. Как отметил Николай, аналогов ведроида-дезинфектора в мире нет. А это значит, что Якутия вполне возможно станет первой, кто вышел вперед в борьбе с коварным вирусом. Саргалана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Нарушения были зафиксированы в ходе мониторинга объектов торговли и общепита в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Комиссия составила 112 протоколов в отношении нарушителей, которые не соблюдают масочный режим. Проверки проходят ежедневно. Более того, административная комиссия проверяет информацию, которая появляется в СМИ и социальных сетях о несоблюдении режима повышенной готовности. В Кангаласах, Магане, Табаге и Хатасах нарушений не выявили. Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщили в Министерстве труда страны. В ведомстве пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы, время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке. И еще один важный момент – зарплата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей остается без изменений. Проблемные вопросы реализации в Якутии нацпроектов образования и культура рассмотрел глава региона Айсыл Николаев. Он отметил, что это важнейшие проекты, от реализации которых зависит повышение качества жизни сотен тысяч якутян. Айсыл Николаев подчеркнул, что если некоторые проблемы возникли из-за пандемии коронавируса, то другие, к сожалению, из-за субъективных факторов, в том числе из-за неправильной организации проектных офисов. Глава Якутии поручил Минстрою республики как можно быстрее объявить все конкурсы по закупке оборудования для объектов. Из-за пандемии коронавируса больше всего пострадали учреждения культуры. В связи с этим Айсыл Николаев поручил Министерству культуры переломить негативные тенденции.
Социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, промышленность – эти вопросы обсудили руководитель Республики Айсан Николаев и глава Анабарского района Иван Семенов. Он отметил, что в районе наблюдается естественный прирост населения, производственные показатели по всем направлениям растут. В ходе встречи особое внимание уделили и программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, к которому район присоединился только в этом году. Так, в течение этого года в селе Соскылах ведут 2 новых 12-квартирных дома. В следующем году начнется строительство 2 8-квартирных домов в поселке Юрюнгхая. За 5 лет реализации этой программы будет введено более 9 тысяч многоквартирных метров жилья, в которые переселят более 800 человек. То есть мы практически должны полностью обновить населенные пункты Анабарского района. И еще в перспективном плане, с учетом удаленности нашего района, мы должны решить синхронизированно с правительством республики и Ростелекомом, должны решить строительство оптоволоконной сети до Анабарского района. Это мы должны до Соскылаха решить до 2022 года и 2023 года до Юрюнгхаи. Эти вопросы мы уже обсудили. Избран новый президент Международного комитета игр «Дети Азии». Им стал Владимир Максимов. Напомню, ранее этот пост с момента создания организации занимал Дмитрий Глушко. У Владимира Максимова огромный опыт работы в области спортивного менеджмента. Он в проекте «Дети Азии» с 2008 года. Отвечал за организацию и проведение игр 2012 и 2016 годов, а также первых зимних международных спортивных игр на Сахалине. Учредители единогласно поддержали его кандидатуру на пост президента. Владимира Максимова избрали на 4 года. Осень не за горами, а вместе с тем и первые холода. Сейчас по всей стране идет подготовка к отопительному сезону. В Хандыге, например, в одном из микрорайонов завершается ремонт и, как ожидается, тепло в квартиры подадут вовремя. Подробности у Марии Винокуровой. В летний период ТСЖ «Новый» по плану проводят косметический ремонт домов. В прошлом году рабочие побелили и покрасили подъезды многоквартирных домов по улице Кудрявого, 32 и 36. Этим летом такие же работы сделаны в многоэтажках по улице Петра Алексеева, 2 и 4. Также забетонированы лестничные площадки, заменены дощатые настилы к подъездам. В следующем году косметический ремонт подъездов намечен в домах по улице Петра Алексеева, 6 и 8. 400 точно ушло на 2 дома. Это полностью покраска, побелка внутри всех этажей, всех перил, ступенек. Нормальное состояние привели подъезды. В эти дни планируется замена электрощитов в подъездах домов по улицам Кудрявого, 32 и Петра Алексеева, 2. Оборудование закуплено, ожидается подрядчик. Прямо сразу, как отопительный сезон закончился, мы сразу начали делать, где надо менять отопление, трубы, задвижки. Это все мы сделали сразу. А сейчас только опрессовка и промывка, и все. Остаются нерешенными вопросы по капремонту 7 жилдомов, включенных в план фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Самый сложный из них – дом по улице геолога Кудрявого, 31, где давно необходимо построить крышу. Но в период пандемии коронавируса вопрос ремонта домов остается открытым. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. В Ржевском районе Тверской области состоялось открытие военно-патриотического лагеря имени Героя Советского Союза Федора Хлопкова. Его построили по инициативе Якутии на средства меценатов. Лагерь станет местом постоянной дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе молодежи. Здесь у нас представлено это РС, снаряд от «Катюши», так называемый цветок войны, пляшка. Трагизм войны, так называемый, видно, отверстие пробито насквозь пулей. Все эти артефакты Второй мировой войны нашлись здесь же, в радиусе нескольких километрах вокруг новообразованного лагеря. Во время Великой Отечественной под Ржевом шли ожесточенные бои. Земля буквально усеяна такими своеобразными приветами из прошлого. Вот так копнешь ногой — кость. Вот так копнешь — граната. Вот так копнешь — патроны. Вот так копнешь — каск. Целина.
Многие годы здесь работают поисковые отряды со всей страны. Теперь у них будет официальное место дислокации. По плану в ближайшие несколько лет здесь должны появиться круглогодичный лагерь с казармами, музеем, гостиницей и спортивным центром. Буквально полгода назад здесь еще ничего не было. И за эти месяцы удалось построить здесь временный пока что палаточный городок. И уже через несколько дней сюда приедут сотни человек для того, чтобы заниматься волонтерской поисковой деятельностью. При подъеме бойцов, то чувство, которое возникает у молодого человека при подъеме бойца, при нахождении медальона, при установлении личности, передаче этого бойца родным и близким, захоронении торжественного. Вот при всех этих вот событиях то чувство внутреннее, моральное, которое у него возникает у молодого человека, оно очень сильное. И он, когда приезжает потом домой и своим знакомым, он говорит: я тот, который поднял бойца. Лагерь не случайно носит имя героя Советского Союза Федора Хлопкова, который вошел в историю Великой Отечественной как легендарный снайпер без промаха. Свой путь героя он начал именно в боях под Оржевом, бок о бок с тысячами других воинов-якутян. И теперь здесь ждут поисковые отряды из Якутии. Уже сегодня в составе ребят, которые приехали с новгородской земли, уже сегодня мы видели ребят из Якутии. И я думаю, что это заложена основа того отряда якутского, который будет действовать на постоянной основе и здесь, на Тверской земле, и на Новгородчине, и во всех тех местах больших сражений, где участвовали наши земляки. Работа лагеря пока рассчитана на 2 смены по 250 человек. И в одну из смен пройдет специальный курс «Найди якутского солдата». Планируется работа не только в поле, но и с архивами. Это поможет увековечить имена тех воинов, которые покоятся в местных братских могилах. Максим Кардозу, Джур Березкин, Тверская область. Новая детская площадка появилась в самом центре поселка Харабут Мегино-Кангаласского района. Территорию для объекта отсыпали местные жители, они же собрали и установили игровое оборудование. Детям площадка нравится, а глава Харабутского наслега рассказал, что ее будут расширять и дальше. Я здесь каждый день хожу, но здесь не хватает качели. Ну, у нас план большой. Это вот площадка детская. Это 1/3 нашего будущего этого плана. Здесь будет обустроена еще тренировочная площадка будет. Здесь с этой стороны будет 20 на 40 игровая площадка. Мы собираемся в будущем году, в 2021 году, участвовать в конкурсе на комплексное развитие сельских территорий, который объявляется Минсельхозом Республики Саха-Якутия. Ну, это федеральная программа. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.